Нужно разговаривать. Разговаривать, и в бизнесе нужно разговаривать. Вот этому меня Таджикистан и научил. 10 лет вместе уже. Разговаривать в бизнесе? Да. Сотрудников не делю на то, что там коммерсанты, технари, бухгалтера или сотрудники, которые работают напрямую с абонентом, там в центре обслуживания, в контактном центре. Мы все связисты. Здесь главное слышать абонента и понимать его потребности. Ох, чую, сейчас кто-нибудь из контекста вырежет и напишет комментарий: гигабитная скорость, у меня 2G не работает. Ну, сейчас поговорим и про это. Это не только для них правило какое-то. Это для всех, для всей компании. Если мы что-то решили делать, мы делаем вместе. Не так, что Раис где-то отсиделся. Так нельзя. Привет, это очередной выпуск цикла «Такой вопрос» от Академии подкастов «Трех медведей». Меня зовут Зибу Таджибаева и мой соведущий Искандар Мирзоганиев. В гостях у нас исполнительный директор компании «Мегафон Таджикистан» Анатолий Изюмников. Сегодня, 3 сентября, ваша компания отмечает 20-летие. Анатолий, легко руководить компанией, которая доросла до такого юбилея? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сразу с главного начинаете, да? Да, конечно. Интересно просто у руля стоять компании-то не маленькой. Если заменить слово «легко» на «интересно», то да. У нас действительно компания с 20-летним такой историей. Очень много событий за это время произошло. Они были насыщенные все. Но с другой стороны, мы компания молодая. Потому что у нас каждый день не похож на вчерашний. Технологий очень много, каждый раз новое что-то появляется, и у нас каждый день не похож на предыдущий. Поэтому, когда я со своими ребятами разговариваю, я говорю, мы же компания молодая, нам всего 20 лет, у нас еще столько всего впереди нового. То есть, значит, нелегко, но интересно. Интересно. А вот вы довольно открытый руководитель. Вот если смотреть по СМИ, по социальным сетям, вы легко общаетесь с журналистами, с блогерами. То есть не ведете себя как суперзвезда, как местная Раиса. Это продуманная стратегия у вас или на самом деле все так просто и легко? Ну, если хотите называть это стратегией, можно назвать это стратегией. Я, честно говоря, в какой-то момент просто понял, что нужно быть самим собой. Вот такой, какой ты есть, настоящим, да? Разговаривать просто с людьми и не думать о том, как бы, что ты скажешь, что не скажешь. Просто быть здесь и сейчас, общаться, разговаривать. А работа с людьми, действительно, работа с людьми, вообще у руководителя большая часть работы – это работа с людьми. Я там общаюсь с сотрудниками, с партнерами, с чиновниками, с блогерами, с журналистами. Мы, по сути, со всеми просто общаемся, разговариваем. И каждый раз, когда я общаюсь с людьми, нужно быть просто самим собой, настоящим, здесь и сейчас, с тем, с кем ты общаешься. Вот, если хотите, это стратегия, тогда стратегия. А давно к этому пришли? Вот вы 10 лет в компании, и вы сказали, что вы сами пришли к этому, да? Угу. Сразу это? Давно по времени? Ну да, я имею в виду, там, через сколько, например, там, отработав 2 года. Я не отлистаю сейчас, конечно, по времени, это же все постепенно происходит. То есть в какой-то момент ты начинаешь просто это осознавать, что нужно сразу разговаривать и говорить то, что ты думаешь, потому что ты потом не будешь ничего придумывать. Что ты там когда-то сказал кому-то? Что ты думаешь, что у тебя есть на душе, то это и говоришь. А по времени, наверное, вот сколько я себя помню, столько я и меняюсь. Ну, это здорово. Более осознанно, наверное, так вот, да, можно сказать, что там 10-15 лет. Мне кажется, зачастую люди, наоборот, черствеют со временем. То есть появляется какая-то апатия ко всему, ко всем, да, то есть интерес пропадает. Вот как избежать вот этого эмоционального выгорания, чтобы не стать черством, быть таким, как вы, например? Не знаю, пока я, слава богу, не замечал этого, чтобы там черстветь как-то. Как этого избежать? Так нужно каждый день просто искать что-то новое, что-то интересное, тогда не будешь черстветь. Вот у нас просто еще работа такая, нас все время что-то вперед двигает. Поэтому мы там все время в какой-то движухе, нам некогда апатией заниматься. Да, это не наша тема. А не было такого ощущения, что вот чуть-чуть опаздываю? Вот что-то в технологиях же так, да, вот, например, ты сегодня расслабился, даже в журналистике, ты сегодня один день расслабился, только потому что вот настроения нету. Ты понимаешь через сутки, что ты потерял уже столько много времени.
И у вас такого не возникало? Вот, или постоянно быть в тонусе тоже очень тяжело? Устаешь. Возникает. Почему не возникает? Мы в сутках 24 часа иногда шутим, говорим, там, надо там, чтобы было 25, да, там, еще бы часик добавить. Возникает, конечно. Но это и есть как раз такой драйв, да, когда нужно успеть быстрее. А потом сидишь, когда, например, ты опоздал, что-то не успел. Там начинаешь, когда перезагружаться и думать о том, а мог ли я сделать что-то по-другому для того, чтобы вот успеть. Да, или мы в компании могли все что-то сделать по-другому, процессы по-другому поставить, чтобы успеть. И действительно приходишь к выводу, что можно было. На самом-то деле можно было. Поэтому это же наши выводы, мы на этом учимся как раз и двигаемся дальше. Делаем работу над ошибками, в следующий раз уже делаем по-другому. Поэтому надо делать работу над ошибками, и тогда будешь успевать. А говоря об ошибках, это вот внутренние, да, ошибки. А вообще сложно делать крупный бизнес в Таджикистане? Вот много подводных камней? Интересный такой вопрос с каким-то акцентом. Честно говоря, крупный бизнес делать несложно. Крупный бизнес делать интересно. Интересно, потому что ты сразу видишь масштаб изменений. Я вам такой пример давайте тогда приведу. Вот вы, например, собираетесь в путешествие, когда в хорошее, классное, большое. Все ли вы сможете предусмотреть? Думаю, нет. Да? Вот приезжаете потом на место. Получается так, что раз и забыли зубную щетку, спички. Решаемо это, сложность это? Да нет, решите на месте. Может быть такое, что вы паспорт потеряли или забыли, да? Это решаемый вопрос? Решаемый, но сложнее, да? Но сложнее. Но когда вы вернетесь с этого путешествия, вот с этими сложностями, вам точно будет что рассказать друзьям. Правильно? И в бизнесе точно так же. Пока бизнес работает, действительно сложности будут. От этого и подводные камни будут. От этого никуда не деться, потому что бизнес работает, бизнес развивается. И искусство менеджмента как раз эти подводные камни обходить. Правильно обходить. У нас получается. Лавировать? Можете сказать, что лавировать между камнями. Если это подводные камни, и ты... Не разбиваться же об них постоянно. И ты идешь, то, конечно же, тогда лавировать, потому что в камень не надо ударяться, больно будет. А есть какие-то особенности, присущие бизнесу только в Таджикистане? Я только что вам говорил про то, что нужно много разговаривать, да, про коммуникации. Я не скажу, что это присуще только Таджикистану или не Таджикистану. Знаете, у нас вообще мир очень так быстро меняется. Вообще скоро все будет роботизировано. И, по сути, всю работу будут выполнять роботы, особенно механическую. За нами с вами останется только эмоция, эмоциональный интеллект. А эмоциональный интеллект – это то, что робот не может повторить. Да? Это как раз и рождается в коммуникации. Поэтому нужно разговаривать. Разговаривать и в бизнесе нужно разговаривать. Вот этому меня Таджикистан и научил. 10 лет вместе уже. Разговаривать в бизнесе? Да. Ну, а как по-другому? Ты как? Никак. Только общение, диалоги. только диалоги, да. Если самое главное, нужно научиться еще проговаривать свои даже претензии. Да. Это я тоже узнала недавно. Вы 10 лет в Таджикистане. Да. Если сравнивать периоды, например, да, развития сотового рынка, было ли такое время, когда все были довольны, и бизнес, и абоненты, там, например, я не знаю, или были какие-то периоды, когда все не очень было хорошо, не очень гладко, не очень замечательно, были какие-то сложности, а периодами прям яркий какой-то всплеск. Знаете, проще зарабатывать и легче зарабатывать на растущем рынке. Мы растем. Но другой вопрос, что мы для этого делаем. А делаем мы для этого очень много. Вы вот сказали про легко. Легко в связи вообще нету такого слова, потому что связь – это сложный бизнес. Очень много приходится труда в это вкладывать. Мы просто с вами привыкли уже так, что связь – это как воздух, да? Да. Она априори должна быть 24 часа на 7 и все.
других вариантов у нас нет. Но за этим-то труд большой стоит, это нужно понимать. Связь есть всегда. И мы эту связь делаем, связисты. И вообще сотрудников не делю на то, что там коммерсанты, технари, бухгалтера или сотрудники, которые работают напрямую с абонентом, там в центре обслуживания, в контактном центре. Мы все связисты. Ты попал в компанию Мегафон, Таджикистан, ты связист. Все. И поэтому это сложный труд, действительно. Мы про это, кстати, рассказывали. Рассказывали в прошлом году. У нас целый фильм был про мастеров связи. Вы его смотрели, советую всем посмотреть. Там мы действительно рассказывали про то, как мы работаем, как мы делаем связь. У нас, кстати, мастеров 10 человек в компании. Это такой большой, самый большой показатель по отрасли среди всех сотовых операторов. У нас 10 сотрудников мастера связи. И это действительно такой большой труд заниматься связью. Опять-таки, возвращаясь к вашему вопросу про сотрудников, про компанию, будет ли легче или было легче? Не было легче и легче не будет. Будет сложнее и интересней. 10 сотрудников связи. Я вот мастеров тоже, связи. 10 мастеров. Для меня сейчас в голове, вот вы сказали 10 мастеров, да? И у меня в голове такой, вот тебе черный поезд, теперь ты мастер. Это действительно так. Серьезно? Да. Мастер связи – это высшая государственная награда в отрасли связи. То есть выше не бывает. Это генералы связи такие. У тебя пояс, а у меня, я не знаю, там отвертка подкрутить. Не, для меня просто мастер прозвучало как вот теперь ты ученик, теперь ты стал мастером, вот. Да. Типа такая иерархия. Да, так и есть. Это высшая награда государственная. Выше не бывает в нашей отрасли. Это профессионалы своего дела, они очень много работают, там определенный стаж у людей должен быть, заслуги определенные. То есть это не просто там просидел, что-то проработал и все, да, это действительно мастер связи, это профессионал. А про абонентов. Я когда общаюсь с абонентами, мне очень часто говорят о том, что вот мы с вами там почти с основания компании, да, или мы почти с вами 10 лет уже, ваша сим-карта. Это не показатель довольности, это показатель довольности. Есть ли недовольные? Да, конечно же, есть. Есть, и они будут, потому что мы меняемся, мы каждый раз развиваемся. Здесь вопрос такой, вот представьте, когда мы начнем полностью покрывать уже всю республику 5G, абоненты будут точно так же нам говорить о том, что почему у нас нету гигабитной скорости на телефоне. И будут правы, потому что нужно будет послушать, где у него нету гигабитной скорости, потому что мы уже начали развитие 5G. Здесь главное слышать абонента и понимать его потребности. Ох, чую, сейчас кто-нибудь из контекста вырежет и напишет комментарий. Гигабитная скорость? У меня 2G не работает. Сейчас поговорим и про это. А вот говоря об этом, да, вы говорите 5G по всей республике, а на данный момент какие показатели Мегафон пришел к 20-летию? Показатели отличные. С чем вы пришли? Чем мерить успех, с отличными показателями мы пришли. Вы знаете, мы за последнее время 4G базовых станций замонтировали столько, сколько вот, я не помню, давно так не монтировали. Всего уже более 1000 базовых станций у нас в целом, да. И трафик растет очень быстро, там в 20 раз трафик за последние 5 лет вырос, без преувеличения. Мы, по сути, переходим на передачу данных. Раньше мы зарабатывали на голосе в основном из России. Сейчас уже мы на этом не зарабатываем, мы зарабатываем на передаче данных, а это наш внутренний продукт, это наше с вами внутреннее производство. Поэтому мы растем внутри республики, и это хорошо. Так, а помимо трафика, базовых станций, там, может быть, количество абонентов возросло, что-то еще, какие-то такие прям... Количество абонентов возросло, и оно растет, конечно же, подключения идут, часть уходит, часть приходит. Вы хотите цифру по абонентам? Конечно. Она вам будет опять-таки релевантна? Всегда цифра нужна. У нас сейчас порядка 1,5 миллиона абонентов в целом в сети, но опять-таки давайте подумаем нельзя мериться только абонентами.
Почему? Потому что у абонента доходность тоже разная, да, у каждого потребляет по-разному. То есть кто-то тратит 5 самон, кто-то тратит 50, кто-то 200 самон. И это тоже такой важный показатель. Поэтому количество абонентов, оно, по сути, так прям не покажет вам какой-то такой масштаб. Здесь, наверное, еще нужно говорить о том, мы все-таки бизнес, да, сколько мы зарабатываем, например. Ну, это было нескромно спрашивать с нашей стороны, но если вы расскажете об этом. Так я вам про что хочу сказать-то, про то, что мы, во-первых, закрытое акционерное общество, прозарабатываете. Но я вам могу сказать, что мы неоднократно становились лучшими налогоплательщиками по республике. 2019-2016 год. Вот. Это показатель того, что мы в лидерах по доходности находимся в целом по республике. Так вопрос тогда, какой ваш рынок? Кто ваш абонент? Качественный или количественный? Наш абонент современный, стремящийся к чему-то новому, он всегда такой инновации должен чувствовать. Он требовательный, и это тоже мы всегда учитываем. А рынок, он сейчас цифровой, да, мы в эпохе цифровизации находимся, то есть мы развиваемся именно в этом направлении. Мы уже сейчас не классический сотовый оператор, мы первый оператор новых цифровых возможностей. Стоп, подождите секундочку. Мегафон Таджикистан, первый оператор новых цифровых возможностей. Продолжаем. Спасибо. Что мы под этим подразумеваем? О чем мы говорим? О том, что мы уже развиваемся дальше. Мы, например, сейчас занимаемся очень так вплотную финтехом. Финтех – это такой большой рынок, работаем с банками, кобрендинговые карты. И вообще наша цель – сделать удобную жизнь для абонента, для клиента, стать партнером по жизни, чтобы мы были всегда рядом, чтобы мы всегда, если хотите, где-то подстраховывали, а где-то доставляли комфорт. Поэтому это наш рынок, и это наша философия. А вы позиционируете себя как лидер? Да. Таджикского телекома? Да. И это действительно так. Мы это знаем, осознаем и не стесняемся этого. И легкий был путь к лидерству? Или, опять же, легкого ничего нет в связи? У вас все вопросы такие задаются с легкостью. Это замечательно. Конечно же. Вы знаете, опять-таки про слово «легко». Когда можно говорить про слово «легко»? Когда ты прошел определенный путь, когда ты видишь, что вот тебе дается все легко. Но нужно же понимать, какой труд на самом деле до этого был сделан на работе. Давайте в спорте вам пример приведу. Мы когда на Олимпийские игры смотрим, и спортсмены так очень легко все это делают, но за этим большой, огромный труд стоит. Поэтому легко, для нашего бизнеса нет, наверное, таких слов. Мы стремимся всегда к трудностям, точнее, мы стремимся к лидерству, не боимся этих трудностей именно поэтому. Ну, по сути, получается, вы решаете задачи в большей степени, которые у людей возникают. Решаем, конечно, решаем. И они всегда будут возникать, о чем я уже говорил. Пока мы развиваемся, вопросы будут всегда, и мы их всегда будем решать. За какие главные инновации вы чувствуете гордость? Я за все инновации чувствую гордость. Но если так выделять... Давайте выделим. За 20 лет, да, мы первыми 3G запускали в свое время. В Центральной Азии, и во многих странах еще 3G не было. Если сейчас говорить, то это 5G. Мы в феврале 2020 года запустили 5G, вошли в 50 первых стран, которые вообще в мире появилась 5G. Не в республике, в мире. Есть у нас eSIM. Это электронная карта цифровая уже. Тоже это такие... Не во всем мире это есть. Но до сих пор во многих странах eSIM еще не внедрен. Я пользуюсь, очень удобно. Потому что там можно несколько номеров сразу на один телефон прописать. В айфоне до бесконечности. Вообще нет ограничения по количеству номеров. Мегафон Live у нас есть. Это такой продукт. Он тоже не имеет аналогов в Таджикистане. Почему? Потому что мы там для, опять-таки,
удобство и партнерство с абонентами совместили все. Там есть и мессенджер, там есть личный кабинет, там есть кошелек, и там есть программа лояльности, кстати, которой тоже аналогов в Таджикистане опять-таки нету. Онлайн-академия у нас есть. У нас есть Ягду, медицинский портал, на котором можно вот прям по интернету задать вопросы для, получить какие-то ответы на то, что вас беспокоит по здоровью. Такого тоже еще в Таджикистане нету. Мы эти продукты все уже развиваем и делаем лучше, каждый раз работаем с ними. А за 20 лет провалов не было? Был какой-то продукт, который думали, что зайдет, может быть, он был не своевременно придуман, и он проваливался? Да, были такие продукты, конечно, это же, жизнь наша, да, то есть, если ничего не пробовать, то как без этого? Вот есть там классический даже такой пример про лампочку. Лампочку же не сразу придумали. Там вольфрам, знаете, сколько нитей сжег, пока он получил именно нужный эффект ему. Здесь то же самое. Есть, конечно, продукты, которые у нас там не летят, но мы их корректируем, слушаем, в том числе рынок, абонента, смотрим, что сейчас получится, что полетит, что не полетит. Нас смотрят и слушают люди, которые родились и живут при Мегафоне. Мегафон уже 20 лет назад и сейчас есть, да, то есть он был 20 лет назад, есть сейчас. И это уже разные вещи. Тот Мегафон, который был тогда МЛТ был, я помню. Вот. Но что осталось неизменным? Знаете, действительно, вот, когда задумываешься, уже 20 лет прошло, это уже целое поколение выросло. И действительно, Мегафон был другим. Да и мы с вами тоже были другими, потому что время идет, все меняется. У нас неизменным остается наша корпоративная культура, вот тот командный дух, который есть, тот заряд энергии, который нам присущ. И это действительно так. Мы сами себя называем мегафоновцы. Мы мегафоновцы, да, для всех. И, откровенно говоря, вот я уверен точно, что любой мегафоновец найдет место под солнцем, потому что это определенная школа, которую мы проходим. У нас действительно сотрудники ценятся. А поддерживать тяжело такой корпоративный дух? Все-таки 670 человек работает. Поддержать. Мне иногда кажется, что чем больше людей, тем менее гибкая компания получается. Да? Я, честно говоря, не знаю. Достучаться до каждого довольно сложно. Я в другом темпе не был. Я не знаю. Но в любом случае, я говорю, поддерживать, как заряжать людей постоянной энергией, чтобы они... Личным примером в том числе. О чем вы говорили? О том, что вот вы разговариваете, да, можно с тобой поговорить о чем-то, обо всем. Так личным примером это и нужно делать. Заряжать, чтобы люди видели, в том числе, что это не только для них правило какое-то. Это для всех, для всей компании. Если мы что-то решили делать, мы делаем вместе. Не так, что Раис где-то отсиделся. Так нельзя. Поэтому нам присущий дух лидерства. Мы с этим и идем. Этим я, кстати, и горжусь. В каждой нашей интеграции мы говорим о том, что Мегафон – оператор новых цифровых возможностей. И в городе, в принципе, мы все это чувствуем. А как в отдаленной местности? Сколько сейчас покрытия? Везде ли вы? Везде ли все хорошо? Или еще и работать? Цифровые возможности, они везде одинаковые. Другое дело, что это будет чуть позже в районах. Да? Мы туда идем. И с 4G мы туда идем. Мы районы действительно покрываем. Например, РРП мы покрыли полностью каждый районный центр сейчас 4G. У нас последний район, который мы закрыли по 4G, это была Тавильдара. Тавильдара – это уже возле Дарваза, да, по соседству в Горном Бадахшане. Поэтому цифровизация и цифровые возможности, они будут. Другой вам пример приведу, что мы идем действительно в районе. В Горном Бадахшане я был в населенном пункте Бурункуль. Мы приехали туда, там нет действительно ни электричества, ни связи, и зима минус 60. Когда мы с людьми разговаривали, и я задал вопрос, я говорю, а почему вы здесь живете? Может быть, вам переехать в какое-то другое место, где есть цивилизация, что-то, блага вот эти.
И они мне просто ответили, что здесь наш дом. Я, честно говоря, когда от них вышел, Раим это наш директор по АКБАУ, я говорю: Раим, здесь надо делать связь. И действительно цифровизация будет, и наша цель, чтобы цифровизация пришла во всю республику, поэтому в районах цифровизация тоже будет. Один пример, раз вы говорите про районы, периодически я не верила просто сама, что такое возможно, выключили свет и нет связи. Я очень удивилась, не было электроэнергии, и подруга моя была тоже очень удивлена, почему нет связи. Когда я приехала, там тоже было несколько часов, не было электроэнергии, и связи на самом деле не было. Угу. И это было совсем недалеко, это был Яван. Угу. В принципе, тут что там, сколько, час, 50 минут езды. Вот надо сразу Надо заявку шумно. оставлять, как не было связи, да, то есть сразу по факту приехать и рассказать, потому что сейчас там же очень много факторов на это может влиять. То есть действительно произошел обрыв электричества, нету. Но вообще, чтобы вы тоже понимали, у нас на сети самая большая группировка дизелей. Почему? Потому что у нас электричества в районах действительно нету, особенно там в зимний период, да, и там действительно нужно на месте разбираться. Если электричество отключили, может быть, не произошло переключение на дизель. А связь-то есть, кстати, в большей части, когда нет электричества. Вот хороший вопрос поднять, что действительно бывают такие случаи, что свет отключили и связь пропала. Но там очень много может быть факторов на это влияющих, да. Может быть, какой-то узел просто упал, и его надо поднимать, мы это все мониторим. Но обратите внимание, по всей республике, когда нет электричества или есть отключения какие-то у нас массовые, связь не отключаем, она есть. У нас работает это все на дизелях в том числе. На самой большой группировке дизелей в целом. Ну вот, кстати, заявку сложно было оставлять, потому что связи-то не было. По факту, я говорю, как вы приехали, надо было сразу об этом теперь рассказать. буду знать. Готов быть личным консультантом в этом плане. Мне понравилось выражение «группировка дизелей». Хоть мерч делай. Самая большая группировка дизелей. Да. Изучая предложение от Мегафон Таджикистан, я как пользователь Мегафона, вот на Мегафон Лайф, я вижу, что для физического лица очень много разных предложений в связи с 20-летием Мегафона. А в секторе B2B, что ожидать бизнес-сектору? У нас был на подкасте Юрий Лущенко, он порадовал, что, возможно, будет банк Мегафон. Да. Или, возможно, мы захотим поставить 5G именно себе в офис, и вы сможете это организовать. Вот именно бизнес-сектор в связи с 20-летием. Что ожидать от вас? Скандар, вы уже ответили на вопрос. Да. Банк Честно и говоря, 5G. что ожидать B2B рынку. Да, вы правильно все говорите, да, то есть это, возможно, будет и банк у нас, потому что мы над этим сейчас серьезно думаем. В зависимости от того, какой корпоративный клиент, мы смотрим действительно наши возможности, мы можем отдельную, в том числе и базовую станцию ставить под конкретного клиента, и в том числе и 5G. Поэтому здесь, по сути, мы ориентируемся на клиента. Все, что нам говорит клиент «я хочу», мы, как правило, смотрим и говорим: ты это получишь, давай только это все там посмотрим, как мы это можем сделать. Поэтому, конечно, когда к нам клиент приходит и говорит: а вы можете это, мы всегда говорим: можем, сейчас придумаем как. Это вообще как бы такой, наш в том числе девиз по жизни в компании. И я в том числе не приемлю, когда, например, говорят там, приходят и говорят: я задаю вопрос: ты сможешь это сделать? И мне там начинают говорить: смогу, не смогу, там вот так, не так. Нужно ответить: смогу. А дальше идти и придумывать, как ты это сможешь. Вот и все. Поэтому B2B рынок, если отвечать на ваш вопрос, все, что захотите. Давайте еще раз, Ивка, B2B рынок, все, что захотите. Тогда что рынку связи ждать? Вот все, что мы с вами до этого говорили, того и ждать. Мы во многом задаем тон на рынке связи. Мы этого не стесняемся, не боимся и открыто про это говорим. Почему? Потому что у нас работают профессионалы. Мы знаем цену связи, мы знаем, что это тяжелый труд.
И у нас работают, действительно, люди-профессионалы в этом. Мы ценим абонента за то, что они разные, но они с нами. И поэтому, что ожидать? То ожидания всегда должны превосходить. Этого и нужно ждать. Мы над этим будем работать. Мы будем оцифровывать всю республику. С новыми продуктами и вместе с абонентами. А теперь что вы пожелаете на 20-летие? И своей компании, и абонентам, и вообще в республике. Как раз почти совпало с 30-летием независимости. Это точно, да. Желаю и сотрудникам, и абонентам создавать будущее вместе. Вместе мы это сможем, потому что будущее начинается с тебя. Напомню, что это был очередной выпуск цикла «Такой вопрос» от Академии трех медведей. У нас был в гостях исполнительный директор компании «Мегафон Таджикистан» Анатолий Изюмников. И мы говорили сегодня о 20-летии компании. Говорили о тех возможностях, которые есть и которые будут. Спасибо, друзья. Если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите, чтобы мы подняли какую-то определенную тему, пишите в комментариях на нашем сайте, на нашей странице, в соцсетях и на нашем канале в YouTube. Спасибо. Подкаст начинается с тебя. Задавай вопрос. Это точно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое.